Пойдем. Да, проходите. У нас такая традиция встретить на нашей Мангистауской земле шашлык. Да. И подбирайте, это нужно подавать даже из-за того, что... Пойдемте. Так, ну что, встали все? У нас есть воскресная школа, где мы изучаем обычаи, традиции своего народа, язык. И вот наши учителя казахского языка и литературы акцентируют внимание на то, чтобы обязательно дети знали казахский язык. А вы скажите, три языка это какие? Русский, казахский, английский. Если знаешь казахский, то уже можно и на азербайджанском говорить, и на турецком, и на других языках. Если знаешь английский, тоже многие можно. А если уже еще вдобавок мы знаем и лезгинские, еще какие-то другие языки, то мне кажется, вообще это очень хорошо и замечательно. Мы сейчас пройдем в кабинет ассамблеи, и дети там, в принципе, знакомы с нашим творчеством. Все это, конечно, заочно делается, потому что очных таких ставок очень редко бывает возможность встретиться. Но вы можете сейчас пойти послушать, видите, убедитесь, расскажете у себя в стране, как в нашей стране, как на нашей родине, на гостеприимной стране Казахстан. Вот такие вот дела. Но вы уже с утра нас приятно удивили, так что пойдемте. Уважаемые гости, дорогие мои ребята, сегодня мы здесь проводим такой творческий вечер. Я немного хочу ознакомить наших гостей о том, что в 1997 году на базе нашей школы, 23-й школы, мы организовали детскую ассамблею. Что значит детская ассамблея? Дети разных национальностей объединяются в одно целое. У нас в школе около 150 костюмов разных национальностей. И вот когда мы проводим какие-либо мероприятия, независимо от того, гости с России, гости с Азербайджана, гости с Дагестана, гости еще с других стран, мы эти костюмы одеваем, рассказываем об обычаях, традициях своего народа. Нашу детскую ассамблею возглавляет у нас Нина Андреевна Савченко. Вот она сегодня под ее руководством, будем так говорить. И готовясь к этому мероприятию, дети других национальностей знают, какие есть известные люди в других государствах. Кроме того, в 2001 году мы здесь у нас на базе нашей школы, учитывая, что у нас в школе было около 70 детей только лезгинов и 8 работников этой национальности, мы у нас в школе открыли воскресную школу, где мы изучали лезгинский язык. Но сейчас к нам еще присоединился елатский язык, дагестанский, один из языков Дагестана, но при этом, живя в Казахстане, наши дети знают, мы очень акцентируем внимание на то, чтобы наши дети владели казахским языком. Сегодня мы даже можем с гордостью сказать, где-то процентов даже 80 наших детей, в общем-то, говорят на казахском языке.
hargasının kfilkis, çerizmak anlyages bazaz yakisra. Ulakikis, rushuzlavay zichala, har evipta rikatsuda Ivanova, inžiyarkis, iksatsadak akalay, ahahtar, çeriz bazaz çerizvar. Yargirushkis hargafunik iridna, hargafunik irid bere iridça, amhühluhus amanatiyaz ganvaça, alpanzimça avazvaça avazva. Садаgat Каримова, лезгинская поэтесса, писательница, драматург, публицист, композитор и общественный деятель, заслуженный работник культуры Азербайджана. Пишет на 3 языках – лезгинском, азербайджанском и русском. С 13 лет ее стихи, рассказы, статьи начали периодически печататься в республиканских изданиях. Когда в 1996 году писатель-журналист Садагат Каримова создала ансамбль, она назвала его «Сува». Идея создания ансамбля была продиктована желанием наполнять сердца людей любовью к народной музыке, дарить праздничное настроение. Влюбленная в богатую историю, фольклор и музыку лезгинского народа, Садагат приступила к поискам талантливых музыкантов. Шамиля Залова родилась в селе Чпирку Сарского района. Там же окончила среднюю школу. Свои первые шаги как певица сделала в ансамбле «Сува», и 80% репертуара Шамили Заловой составляют песни поэта и композитора Садагат Каримовой. А теперь мы думаем, что настало время предоставить слово нашим уважаемым гостям. Тронута вашим вниманием. В общем, красотой, что увидела. Но решила, что вот этим опытом я поделюсь в Азербайджане. Скажу, что есть такая школа, где создана детская ассамблея. Это же такая редкость. Казахстан – это страна дружбы. Поразило с первой встречи то, что у вас проспекты очень широкие, и души у вас, конечно, широкие. Вот встретили нас хлебом с солью. Это мы сразу почувствовали, что это особое отношение к людям. Я это очень ценю. Для меня, я говорю, это незабываемые минуты. И мне очень интересно, что вот дети прекрасно прочли стихи на лезгинском языке. Я поражена тем, что вот наша Зарифа Ахмедулаевна свою внутреннюю красоту, внутреннее богатство могла воплотить в этой школе. Я это сразу почувствовала. Вот без любви невозможно вот такое создавать, понимаете? Вот эти костюмы яркие, эта встреча говорит о том, что человек полон энергии, радости. Вот спасибо вам за это. Как хорошо, что мир наш богат такими людьми. Я слова благодарности хочу передать Гаджи Назаралиевичу. Вот этого человека мы для себя открыли в саммите в Дагестане, на форуме дагестанцев всего мира. Спасибо нашей дорогой Назаке, нашей Нине, что вчера хлебом солью нас встретили. Я хочу пригласить Джамилю нашу, вашу любимую мою ученицу, которую я очень люблю. Все этнические дагестанцы, я знаю ее репертуар. Всем вам спасибо, что сказала, конечно, Садагат Ханом, просто я хотела напомнила песню песни слова и музыка Садагат Каримова.
скажу так, не перестаете нас удивлять вашим умением, вашими талантами. Но сегодня вы сами заметили, как наши гости удивлены, во-первых, вот встречей. Садака Ханум заметила, нас быстро так переодели формы, да, действительно, столько детей. Это, я вам скажу, не в одной школе, вот мы сколько живем, здесь во всех школах бывает, нет такого, на самом деле. Не в обиду другим, на самом деле, это самая такая школа активная, где активно ведется работа именно в направлении Ассамблеи народа Казахстана. Но Ассамблея народа Казахстана, вы тоже отметили в своем выступлении, это действительно уникальная модель нашего президента Нурсултана Назарбаева. И, естественно, оттуда и идет вот ассамблея, детская ассамблея в этой школе. Мы вот создали совместно, вот Нина Андреевна и Зарифа Николаевна, они сами как бы с образованием вот этой ассамблеи вот стояли у истоков. Курировала Зарифа Николаевна с самого начала вот этой ассамблеи. Ну и воскресную школу, которую мы создали совместно с преподавателями этой школы, это мы с Юсупом Захмановичем, председателем Дагестанского национального культурного центра Дагестан, вы с ним знакомы, мы виделись на форуме. Вот мы совместно, сотрудничая, проводим вот эту самую работу. Искренне благодарны нашим гостям за возможность прикоснуться к частичке лезгинского народа. Примите от нас на память небольшой свидетель. Вера Федоровна, пока выстраиваете, а нам пока